Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Сегодня в программе «За чашкой чая» президент встретился с детьми из Донецка, которые отдыхают в Абхазии. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Актуальный репортаж программы. Картины, игрушки, одежды, предметы интерьера, сделанные вручную. Арт-маркет и благотворительный аукцион в Сухуме. В течение 2 недель в Абхазии отдыхают дети из Донецкой Народной Республики. Ребят разместили в спортивном комплексе в Гулипчском районе, где для них создали все условия, чтобы они могли отдохнуть. Накануне их отъезда из Абхазии ребят навестил президент Рауль Хаджимба и побеседовал с ними за чашкой чая. Репортаж Елены Лолуа. Президент поздоровался с каждым из детей, обменялся с ними несколькими фразами, а затем пригласил выпить чаю. В непринужденной обстановке подростки охотно рассказывали главе государства о том, как они провели 2-недельные каникулы в Абхазии. А местные жители, узнав о приезде группы из ДНР, везли ребятам фрукты, еду и деньги. Я вообще благодарен всем, кто слышал о том, что приехали дети из Донецка. Каждый спрашивал, чем им можно помочь. Нам, государственным президентом, было поручено вас принимать, но людям никто ничего не поручал. Они проявляли самостоятельную такую инициативу. Абхазия не понаслышке знает тяжести войны и блокады. Все это республика пережила в свое время. Трудно и сегодня, сказал Рауль Хаджимба. Нам нужно держаться друг друга и налаживать взаимоотношения. Все то, что сегодня происходит в Донецке, Луганской республике, конечно, это страшно. Вам приходится нелегко. Но и в то же время верим в то, что у вас все получится. Так и как получилось у абхазского народа. При всем том, что я еще раз говорю, трудно и сегодня, без трудностей не бывает. У нас впереди очень много интересных дел. 32 подростка из Донецка за 2 недели пребывания в Абхазии привыкли жить без войны и пугающих звуков выстрелов. Они спят в палатках, а питаются в помещении спортивного комплекса. Даниил Слиньков, футболист, он занимается спортом с раннего детства. И сейчас в перерывах между купанием в море упорно тренируется с друзьями, ведь впереди новый футбольный сезон. Главное, что есть море, есть футбольное поле, больше толком ничего не надо. Хорошее питание, нас хорошо приняли. Все очень гостеприимные, и это радует. В свои 13 лет Даша Барашкина узнала все ужасы военных действий. Девочка увлекается гимнастикой, а с недавних пор осваивает мастерство рукопашного боя. Вместе с друзьями Даша побывала на многих туристических объектах Абхазии и едет домой в Донецк с массой положительных эмоций. Нас возили на экскурсию по, местность мы смотрели, вот. Потом мы гуляли по набережной, там ездили, сувениры покупали всякие. В общем, мы были, отдыхали тоже. По дому соскучилась? Да, но и отсюда уезжать тоже как-то не хочется. Руководитель группы депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Мирошниченко благодарен абхазской стороне за теплый прием и возможность забыть, хоть и ненадолго, о том, что на родине идет война. Мы находимся в полной блокаде. Военные действия со стороны киевской хунты не прекращались. Каждую ночь и каждый день происходят обстрелы. У нас идет война. Поэтому вдвойне приятно, что вы смогли принять наших подростков, потому что они находятся в состоянии войны 1,5 года. То есть я могу без преувеличения сказать, что дети, засыпаясь, не уверены, что они завтра проснутся. И вот эти 2 недели, это для них очень большой праздник. 2 недели пролетели незаметно. Завтра домой, в немирный Донецк. На смену отдохнувшим подросткам из Донецка приедет еще одна группа детей из ДНР в количестве 30 человек. Абхазия вновь готова встретить гостей. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. После встречи с детьми из Донбасса Рауль Хаджимба посетил Гулипчскую среднюю школу и пообщался с педагогами. В школе учатся более 400 детей. Здание в плачевном состоянии нуждается в срочном капитальном ремонте. Президент пообещал изыскать средства на работы. 5 лет назад этот объект был включен в российский комплексный план социально-экономического развития Абхазии, но из-за отсутствия финансирования ремонтно-восстановительные работы так и не были начаты. В минувшие выходные Рауль Хаджимба побывал в Гудаутском районе, где посетил ряд объектов, в том числе и строящиеся. Пообщался с жителями района. Об этом расширенный репортаж в рубрике «Амши-Кушара» в нашей программе сегодня.
25 августа состоится пресс-конференция премьер-министра Абхазии Артура Микваби о социально-экономическом положении в стране. Пресс-конференция пройдет в здании Кабинета министров. Вопросы председателю правительства можно отправлять на официальный сайт правительства www.km-ra.org, рубрика «Обращения граждан». Приближается 1 сентября, и перед родителями встает важная задача – собрать ребенка в школу. Конечно, родители стараются решить сложную задачу как можно экономичнее, не покупая ничего лишнего. Но так или иначе сумма выходит достаточно солидная. Наш корреспондент Рената Шакая, которая сама отправляет ребенка в 1 класс, продолжит тему. Для родителей в самом разгаре сентябрьская лихорадка. Только так можно назвать беготню за учебниками, формами и всякими другими школьными принадлежностями. Учебный год стартует меньше, чем через неделю. Книги, форма, спортивный костюм, рюкзак, канцелярские принадлежности. Далеко не полный список всего необходимого для школьника. На самом деле список гораздо шире. Дети хотят выбрать вещи помоднее, а родители смотрят на цены и держатся за головы. По сравнению с прошлым годом стоимость многих товаров значительно возросла. Сегодня собрать одного ребенка в школу обходится как минимум 20 тысяч рублей. Вот, например, туфли. 4 тысячи. Обычные туфли, которые ничем особым не выделяются. При этом нужно сменную обувь в школу, потому что у нас не разрешают ходить в той обуви, в которой мы приходим с улицы. Плюс еще спортивная обувь для уроков физкультуры. Итого как минимум 3 пары, не считая того, что нужно там еще дополнительная. Верхняя одежда, рюкзак, который стоит от 2,5 и выше. Поэтому сорочки, я не знаю, сорочки по 1,5, по 2 тысячи. И в итоге 20 тысяч минимум. Это, хотя бы, наверное, на месяц первый. Дальше зима, дальше еще больше. Еще дороже. Стандартный набор для школьника – дневник, альбом, краски, тетради, линейка, ручки и карандаши. Все это родители должны приобрести, естественно, за свой счет. А вот книги, анбан, математика и окружающий мир предоставит школа, но только для первоклашек. Наша школа уже готова к принятию детей. У меня в этом году 36 учеников. Для 1 класса канцтовары, ручки, карандаши, альбомы для рисования, также пластилин, цветная бумага. Вот. И для физкультуры форма, какая сейчас форма у нас? Шорты, маечки и кеды. Девочки, юбочки и белые сорочки, мальчики также. Надо, наверное, придерживаться, это белый верх и черный низ, а также сменная обувь. В 4-й столичной школе в этом году за парты в 1 классе сядут 166 детей, и более 50 детей пойдут в подготовительный класс. В 10-й горской школе первый звонок прозвенит для 105 первоклашек. Школа практически готова к принятию детей. Классы приведены в порядок и инвентарь подготовлен. Школа на сегодняшний день полностью готова. Произведен текущий ремонт. Есть у нас необходимое количество столов, стульев, помещений, где это количество может находиться в данной школе. По поводу школьной формы, она уже у нас утверждена, и дети наши носят лет 5, если не больше. Мы придерживаемся только цвету, форма темно-синего цвета. Никаких специализированных магазинов по продаже нет. Родитель вправе по своему выбору купить, пошить. И обязательный атрибут – это эмблема школы. Что касается эмблемы, в доме Модатекс, где заготавливают эту эмблему, родитель может подойти туда и прошить на пиджак и на сорочку эмблему 10-й школы. Как показывает практика, чем ближе к часу X, тем дороже стоят ранцы, тетради, канцелярские принадлежности. Но основная статья расходов в этом году, без сомнения, покупка школьной формы и рюкзака для будущего ученика. На здоровье ребенка нельзя экономить. Именно так комментирует ценовую политику продавец-консультант одного из столичных магазинов детских ортопедических сумок. Очень важно, чтобы рюкзачок был качественный. Очень важно, чтобы у рюкзачка было санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что материалы, из которых сделан рюкзачок, являются безопасными для ребенка. То есть они не токсичны, не выделяют формальдегиды
Также ранец для первоклассника должен содержать светоотражающие элементы, для того, чтобы ребеночек был виден в ночное время или вечернее, при плохом освещении. Так, и еще важно рюкзачок подбирать по росту ребенка. Если брать лицензионный ранец со всеми санитарно-пелагическими заключениями, сертифицированный, средняя стоимость этого рюкзака от 3 до 5 тысяч. От 15 до 30 тысяч рублей. Именно столько придется в среднем потратить родителям, чтобы собрать ребенка в школу. Максимального ценового предела, как можно догадаться, не существует. А ведь старшеклассникам наверняка нужны большие суммы. Им приходится покупать и учебники, цена которых от 500 рублей. А если в семье несколько детей? Рената Шакая, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Вопросы технического взаимодействия обсуждались в Ингургэс, где на днях прошла очередная встреча абхазских и грузинских энергетиков. В связи с сильной засухой в Западной Грузии уровень воды на арочной плотине Ингургэса опустился на 17 метров. Последний раз такое существенное падение уровня наблюдалось несколько десятков лет назад. Возросла нагрузка на электросети по обе стороны границы. Поднимался вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду с целью обеспечения безаварийного функционирования Ингургэс и бесперебойного снабжения электроэнергией населения в этот период. Абхазскую сторону на встрече представляли генеральный директор РУП Черноморэнерго Аслан Басари и депутат парламента Абхазии Ахраб Жаня. Грузинскую заместителя министра энергетики Грузии, сообщает пресс-служба РУП Черноморэнерго. Впервые в Абхазии в Абхазгосфилармонии проходит международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Ветер перемен». Он проводится при поддержке Госкомитета Республики по молодежной политике и представительства Абхазии в Курской и Белгородской областях. Со дня открытия 19 августа около 200 человек продемонстрировали сольные и коллективные номера в исполнении национальных танцев и игре на народных инструментах. Талантливой молодежи, победителям этого международного конкурса фестиваля, организаторы помогут при поступлении в музыкальные вузы России. 26 августа в 14 часов в здании Русского театра драмы состоится закрытие фестиваля и церемония награждения победителей. Безмерно счастливы тем, что сегодня мы, члены жюри, способствуем тому, чтобы наше общение, наша культура соприкасалась и развивалась совместно. Очень хороший уровень исполнительский был продемонстрирован всеми участниками. Мне очень понравились три коллектива. Во-первых, мне очень понравилось настроение такое, знаете, характер кавказцев. Это было видно. Костюмы выдержаны в стиле, мне тоже это очень понравилось. Техника на таком очень хорошем уровне. Вот мне даже в одном ансамбле парень понравился. Так, я говорю, попросила, чтобы обязательно его отметили, какой-то специальный приз ему выдали, потому что он выходил 4 раза, все разные трюки, вся эта техника. В чем заключается суть? Отбираются дети лучшие, как я говорила, уже звездочки. Не обязательно только именитые, которые у нас уже достаточно известны не только в России, а вот именно дети, у которых не было возможности попасть на какие-то конкурсы. Значит, после отбора мы им стараемся помочь поступать в музыкальные вузы как России. Мы будем стараться так и за рубеж попасть. Картины, игрушки, одежда и предметы интерьера сделаны вручную. Такие экспонаты были представлены в арт-маркете, прошедшем накануне в Сухуме. В мероприятии приняли участие не только опытные мастера, но и любители, которые впервые выставили свои работы на суд зрителей. В рамках выставки-продажи прошел благотворительный аукцион. Генеральный спонсор проекта – сотовая компания «Амобайл». Репортаж Налы Мукба. Картины и другие предметы, сделанные руками искусных умельцев, представлены на выставке-продажи. Арт-маркет в столице проводится уже второй год. В этот раз в мероприятии приняли участие около 30 мастеров. Одежда абхазских дизайнеров, ювелирные украшения, игрушки, картины и другие элементы интерьера, такой хендмейд принесли на арт-маркет участники. Каждый предмет неповторим, сделанный вручную, в них мастера вложили свою душу. Такие вещи невозможно купить в обычных магазинах. Марта Трапш, одна из участниц выставки, представила на ярмарке свои изделия, вязаные крючком. По ее словам, каждая из них неповторима. На это меня вдохновила моя дочь. Будучи в положении, я увидела на просторах интернета картинку и решила сама что-то сделать для своего ребенка.
И с помощью интернета также я научилась вязать. Об арт-маркете я узнала тоже в просторах интернета через Инстаграм. На первый, к сожалению, я не попала, но вот решила участвовать во втором. Мне очень понравилось. Для меня важно качество, поскольку и для своих детей я это делаю. Летом это 100% хлопок. Городская ярмарка под открытым небом собрала участников из различных районов Абхазии. Так витражи и интерьерную посуду, сделанную методом фьюзинга, принесли на выставку стеклодувы из Нового Афона. Это все делается вручную из кусочков стекла, вырезается стеклорезом, обтачивается. Но здесь дальше фольгой еще и спаивается. А здесь это кладется все на стекло, в печь, на форму и на 800 градусов сутки и остается. Проект городской ярмарки подготовлен молодежным культурным центром РАРА при поддержке администрации столицы. Выставка-продажа проводится в Сухуми уже второй год. В этот раз организаторы через онлайн-анкетирование выяснили различные пожелания горожан по поводу проведения подобных мероприятий. Эти замечания были учтены при организации арт-маркета. На первой позиции стала такая информация, что люди хотят городские ярмарки. Городские ярмарки, они хотят дружить, общаться, знакомиться, хотят тут же посетить мастер-класс, после чего мы и создали арт-маркет, который соединяет в себе все пожелания наших горожан. Если нас поддержит город, поддержит бизнес-сообщество, то, конечно, мы с радостью будем продолжать, и вообще есть желание сделать его ежесезонным. Финансовую поддержку арт-маркету оказал оператор сотовой связи компания А-Мобайл, которая всегда поддерживает проекты, направленные на развитие творчества. Здесь могут представить свои работы не только какие-то знаменитые люди, но и домохозяйки, пенсионеры. И действительно здесь представлена разнообразная работа, они очень интересные. Здесь реально талант. Я уверена, что все вместе мы можем делать добрые дела. В рамках арт-маркета прошла беспроигрышная лотерея. Гости ярмарки приобретали значки от организаторов. Все средства, полученные от арт-лотереи, были направлены в фонд «Вереск» на строительство детской инклюзивной площадки в столице. Нала Мукпа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор информационного агентства «Интерфакс» Георгий Гулия указом президента России Владимира Путина награжден орденом почета за заслуги в развитии культуры и искусства, средств массовой информации в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность. Георгий Гулия – выпускник Абхазского государственного университета. В период Отечественной войны народа Абхазии в первые послевоенные годы работал корреспондентом и ведущим информационных программ Абхазского телевидения, корреспондентом информационного агентства «Интерфакс» в Абхазии. Он внес значительный вклад в распространение объективной информации о событиях, происходивших в нашей стране в те тяжелые годы. Творческий коллектив Абхазского телевидения поздравляет коллегу, известного журналиста Георгия Гулия, с заслуженной наградой. Министр по налогам и сборам Рауф Цимцба примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 28 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу 28 августа гость студии министр по налогам и сборам Абхазии Рауф Цимцба. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 70 рублей 75 копеек, евро 81 рубль 15 копеек. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 градусов. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.